Знаменитая оперная дива Вероника Джоева вновь во Владикавказе. Она приехала в Осетию с одним из самых востребованных певцов современности Петром Мигуновым. На пресс-конференции в Остинском театре звезды мировой оперы ответили на вопросы местных журналистов. Уже сегодня Вероника Джоева и Петр Мигунов порадуют североостинскую публику насыщенной вдохновенной программой под названием «Аморе Мио», а впереди выступления в Абакане, Монако, Линдау, Мюнхене и даже Китае. Певица рассказала о том, что совсем недавно стала приглашать на выступления детей. Она и сама с детства влюблена в музыку, а привил эту любовь к прекрасному виду искусству папа. Я сейчас начинаю на свои сольные концерты приглашать наших маленьких талантливых ребят. В частности, Тимур Сланов поступил от меня предложение спеть в Москве 26 мая в Большом зале консерватории. И, какая будет возможность, и что я смогу, то я буду сделать. В Североостинском госуниверситете прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна СОГУ-2015». Тема этого года «Наша молодость, наша свобода». Молодежь продемонстрировала таланты в музыкальном, театральном, вокальном направлениях, а также в оригинальном жанре. Общее количество участников – 407 человек. Напомним, программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» реализуется более 20 лет. И каждый раз этот фестиваль открывает новые имена. Победители республиканского этапа конкурса представят Северную Осетию на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2015», который в этом году пройдет во Владивостоке. Сегодня у нас гала-концерт «Студвесна-2015». Позади у нас 4 конкурсных дня. Прошли они у нас с помощью наших жюри. Жюри у нас было 10. Мы им всем благодарны очень. Сегодня у нас награждение самых лучших номеров. Мы выбрали на гала-концерт именно те номера, которые нам посчитали самыми оригинальными и творчески очень хорошими. Лучшие команды вузов приняли участие в республиканском чемпионате по мини-футболу. Турнир проходил 4 дня и собрал как мужские, так и женские футбольные коллективы. Как и в прошлом году, среди мужчин сильнейшими оказались футболисты Горского агроуниверситета. Ребята не проиграли ни одного матча, одолев в финальном поединке команду ГМИ со счетом 6-2. У женщин золото завоевала команда ГМИ. Лучшие команды республиканского чемпионата среди вузов отправятся в Волгоградскую область, где пройдут соревнования Южного федерального округа. Победителей окружного первенства ждет всероссийский финал в Москве. Невооруженным взглядом заметно, что ребята и девочки однозначно добавили, потому что на сегодняшний день девчонки вообще показали уже более намного интересную такую техническую игру, что это не может радовать. И однозначно на этом останавливаться не будем. Насколько возможно, будем помогать, поддерживать и развивать это направление. Во Владикавказе стартовало первенство для самых маленьких шахматистов. В турнире участвуют дети от 6 до 12 лет, всего около 80 ребят. После 7 туров общее количество очков подсчитают по швейцарской системе. Первенство проводится 4-й школой 2 раза в году. Победителей ждут кубки, медали и грамоты. Детям будут присвоены детские и юношеские спортивные разряды. Это еще один дополнительный стимул для маленьких спортсменов. Также ребята из старшей группы, которые пройдут отбор, через месяц отправятся на первенство СКФО в Ессентуки. Базы наши детские расположены по всей республике, во всех школах практически. У нас долгое время отсутствовало в республике шахматы, когда у нас закрылся шахматный клуб. И вот руководство наше возродило, сделали в нашей школе отделение шахмат, есть федерация шахмат. И я же говорю, в каждой школе городской у нас есть группа, практически в каждой.